Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Андрей Фурсан, ученик 8 класса Таскарской среднеобразовательной школы. Основную часть облучения населения земного шара получают от естественных источников радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от их совершенно невозможно. Радиационный фон Земли складывается из излучения, обусловленного космическим излучением, и излучения от растений в земной коре, воздухе, воде, растению, телу человека и других объектов внешней среды природных радионуклидов. Таким образом, жизнь на Земле возникла и развивалась на фоне ионизирующей радиации, поэтому биологическое действие ее не является каким-то новым раздражителем в пределах естественного радиационного фона. Основной вклад в дозу облучения вносят калий, уран и торий. В среднем доза фонового внешнего и внутреннего облучения человека составляет 0,1 рентген в год. В отдельных районах с высоким содержанием природных радионуклидов это значение может достигать 1 рентген и более. Считают, что часть естественных изменений и мутаций животных и растений связана с радиационным излучением. Наша проблема – любое радиоактивное излучение, в том числе и от природных источников, например, от растений, отрицательно влияет на организм человека. И мне хотелось сравнить уровень радиоактивного излучения растений. Актуальность. В современной жизни люди находятся в окружении естественного и искусственного радиоактивного излучения, которое отрицательно влияет на организм человека. Однако растения тоже излучают радиоактивное излучение. Объект исследования. Источники исследования – деревья, кустарники и травы. Предмет исследования – радиоактивное излучение растений. Методы исследования – измерения, вычисления и сравнения. Целью работы является изучение уровня радиоактивного излучения растений. И чтобы достичь своей цели, я поставил такие задачи: подобрать и изучить материал по теме радиоактивное излучение. С помощью индикатора радиоактивности Radex RD1503 измерить дозу излучения некоторых растений, выявить уровень дозы излучения растений, сравнить уровень и дозы излучения. Гипотеза. Определение дозы излучения радиоактивности растений позволит выявить уровень радиоактивного излучения в данной местности. Новизна. Современный человек должен знать, что нужно оценить уровень радиоактивного излучения для выявления дозы ионизирующего излучения на данной местности, в том числе и растений. Я измерил индикатором радиоактивности Radex RD1503, оценил уровень радиоактивного излучения растений. Индикатор радиоактивности Radex RD1503 предназначен для обнаружения наличия и оценки уровня ионизирующего излучения. Изделие применяется для оценки уровня радиации на местности, в помещениях и для радиоактивного излучения материалов и продуктов. Для достоверного определения уровня радиоактивного излучения проводил 5 циклов наблюдения с каждого растения. Измерил уровень радиоактивного излучения таких растений: деревья, сосна, ель, ясенца, береза и ива. У кустарников красная смородина, черная смородина, шиповник, смородина, малина и можжевельник. Травы – крапива, ромашка, иван-чай, сорняки и трава. Радиоактивное излучение растений грозит час у деревьев. Самое высокое радиоактивное излучение имеет сосна – 0,16, а самое низкое – ива – 0,1. У кустарников самое высокое радиоактивное излучение имеет красная смородина 0,16, а самое низкое – шиповник 0,8. У трав самое высокое у иван-чая 0,11, а самое низкое у сорняков 0,6. В результате исследования я пришел к выводу: растения излучают радиоактивное излучение. Наиболее высокое радиоактивное излучение имеют деревья, а наиболее низкое радиоактивное излучение имеют травы. Из всех растений, которых измерил, наибольшее радиоактивное излучение имеет красная смородина, сосна и ель, а наименьшее радиоактивное излучение имеют сорняки, трава и шиповник. Несмотря на незначительное излучение, радиоактивность все равно наносит вред в малых дозах, которое каждый год будет накапливаться, и влияние на организм будет значительным. Поэтому я рекомендовал по мере возможности
Нужно измерить радиоактивное излучение растений на местностях во избежание попадания радиоактивных веществ в организм человека и животных. Спасибо за внимание.